Самое высокое здание, он где-то здесь, ну его с парка видно, когда ты в парке сидишь. Его называют, оказывается, Rich Russian Building, потому что там все это русские олигархи квартиры все купили. Жила в Бишкеке, отучилась в Бишкеке, закончила 3-й курс. И вот и наш Starbucks. AIDAI, Аля. Thank you. Thank you. You need a drink? No, we don't need it, thank you. Ну, потому что это нам нравится. Всем нам нравится танцевать. Сама группа Даткаим для нас это хобби, а девочки мы уже как к сестрам. Я родилась в Бишкеке, ну и выросла тоже в Бишкеке. Родители из Нарына. Когда я приехала, я вышла с аэропорта, это был жаркий июльский день, и влажность, наверное, была 100%, потому что я прям почувствовала по коже как будто бы мурашки. И это была влажность. После аэропорта выходишь, и, знаете, вот это непередаваемое ощущение, как как будто по тебе ползет что-то. Но это не была Америка, которую видишь в кино, это было, знаете, как невысокие дома, частный сектор. Проезжаешь Кони-Айленд, там поезда, и ты думаешь, это Америка, это Нью-Йорк. Какое-то ощущение было, что как будто ты во сне. Но я быстро привыкла. Наверное, на следующий день мы пошли город смотреть. Это был такой, знаете, воу. Все казалось таким большим, таким чистым, таким светящимся, блестящим. А сейчас это как-то смотрится, ну, глаза уже привыкли. Я была таким непутевым, безалаберным, таким ребенком, слоном в посудной лавке. Что даже сейчас, когда мои знакомые, которые меня с детства знают, видят, что я танцую, они удивляются, как ты можешь танцевать. И даже на репетициях я, наверное, самое слабое звено у нас, потому что мне надо... Вот для меня танцы — это вот не талант, а это труд. Это труд ежедневный, можно сказать. Даже когда я жду метро, я все время пытаюсь там ногами отрабатывать какие-то движения, которые мы на репетиции отрабатываем. И мне это очень тяжело дается. С самого детства я была очень спокойным, тихим, скромным ребенком, как дома, так и в школе. И когда я пошла в 10 классе на танцы, у меня был руководитель Нурлан Намазбеков. Спасибо ему, наверное, огромное, что он нашел во мне этот талант, раскрыл его, то, что он верил в меня, когда никто вокруг не верил, одноклассники не верили. Родители были в шоке, когда я им сказала, что вот, в той группе, в которой я танцую, будет отчетный концерт. Концерт будет проходить в Национальном центре детей и юношества Сейтек. Когда я им сказала это, они были в абсолютном шоке. Они сказали, как ты на сцене Сейтека будешь танцевать? Как только я приехала в Нью-Йорк, значит, меня встретила тетя, нас с мамой встретила тетя и сестра. Когда мы уже заехали в Бруклин, я так смотрю, думаю, все как ваше, ничего нового. То есть это как я с города в село, да, то же самое как бы. Я не вижу никакие эти высокоэтажные башни, где эти все дома, все так тускло, это было ночью. Сама идея создать группу к нам пришла еще за 1 год до того, как мы решили создать группу.
Мы с Айгерим выступали на культурных мероприятиях организации «Кыргыз-клуб» и представляли наши кыргызские костюмы. И у нас часто спрашивали, танцуем ли мы или играем ли мы на национальных инструментах. Нам становилось неудобно и говорили, что мы просто показываем красоту наших костюмов. И через год мы все-таки решили открыть группу. На тот момент, когда я еще жила в Бишкеке, я, наверное, мечтала, что если я поеду в какую-то страну другую, я обязательно создам группу и поделюсь тем опытом, который я имела еще в Кыргызстане, который я получила, соответственно, благодаря Нурлану Намазбекову. И хотела уже построить тоже за рубежом группу, которая будет показывать национальные танцы кыргызов, которые всему миру будут показывать, что у кыргызов есть своя история, то есть благодаря танцам мы показываем историю, соответственно. И приехала я, значит, в Нью-Йорк. Первый год, конечно, я уже забыла, что я хотела. Соответственно, было тяжело. И через год на празднование Дня независимости Кыргызстана было организовано мероприятие. Ну, я, в общем, попросилась станцевать на этом мероприятии. Я знала, что если я там, как себя я там покажу, значит, все пойдет и дальше. То есть я должна была себя хорошо показать, чтобы попасть в группу, в легендарную группу Датхаюм. Инициатором главными была Гульшат Хакимова и Айбек Хакимов. Они вот подтолкнули нас к этому, поддержали нас, поверили в нас. И, наверное, вот надо дать должное им за то, что они дали, ну вот, посеяли это зернышко, чтобы мы начали танцевать. Это были я, Айгерим и Гульшат Эже с Кыргыз-клуба. Начали приглашать девочек, чтобы создать группу и выступить в марте 2014 года в честь Ноуруза. Пригласили Назгуль, Бернару и Альбину. Чисто символически первая музыка, которую мы использовали при танце, называется Датхаюм. И мы говорим, давайте будем Датхаюм, потому что это передает дух кыргызской женщины, какую-то особенность, которую не все американцы или европейцы знают о восточных женщинах. В основном считается, что там кыргызы, азиаты, восточные люди, они такие патриархальные, у них женщина такая без прав, без голоса. А слово Датхаюм уже говорит о том, что женщина – это женщина-руководитель, женщина-правитель. Дебют группы Датхаюм состоялся на Уолл-стрит, где мы выступали на поднятии флага в честь праздника Норуз. Представляли Кыргызстан в ООН, мероприятии International Bazaar. Каждый год выступаем на мероприятиях Kyrgyz Children's Future, где организация собирает американские семьи с усыновленными детьми из Кыргызстана. Мы туда каждый год ездим, показываем кыргызские танцы, рассказываем про историю Кыргызстана, про наши традиции, готовим кыргызские блюда с родителями, также с детьми, учим караджорго. Если бы я не танцевала, я бы не подружилась бы с девочками. Датхаюм дало не только друзей мне, Датхаюм дало мне много возможностей. Я познакомилась с удивительными людьми, посещаю удивительные места. Датхаюм раскрепостил меня, я стала более открытым человеком. Датхаюм – это площадка, где я могу использовать свои лидерские качества,
организаторские качества, творческие какие-то способности, которых я раньше, может, не замечала. Если бы я не начала танцевать, я бы никогда не заметила бы. И Дат Хаим — это радость какая-то в жизни, такая позитивность.